закричал пожар. Когда начался пожар, все 4 детей находились дома. Мама была в огороде. Девочки даже не поняли, что произошло. Не растерялся только самый старший 12-летний Ринат. Когда извещатели сработали, я быстренько побежал проверить, есть ли там газовые утечки. А там уже, по-моему, термопод горел. Потом я, не растеряясь, со сестренками вышел, одну держал на руках, она спала. На руках мальчик нес 2-летнюю сестренку. 7-летняя Камиля и 10-летняя Альфина вышли за братом. Он нас вывел на улицу. Я смотрела маленькую сестренку, он побежал за мамой. Ринат признается, ему было очень страшно, но в первую очередь он думал о безопасности сестер. Это и спасло им жизнь. Уже через пару минут их мама не смогла зайти в дом. Документы хотела я вытащить, но сама не смогла зайти. Хотела зайти, но там уже дым был. Пожарных соседей вызвали. Я сама в шоке была. Детей приютили соседи. Они же помогали тушить пожар и поливали крыши ближайших домов. Из пожарного гидранта заполняли тракторную тележку, с емкостью выливали пожарную машину. Кое-какие осталось посуда здесь. Ведра, лопаты. Пожар уничтожил дом и все имущество многодетной семьи. Детей Альфия Халимова воспитывает одна. Муж погиб 3 года назад. Сейчас им предоставили временное жилье. Вот нам дали вот этот дом. Он в хорошем, чистом состоянии. Односельчане семью Халимовых в беде не оставили. Нам вещи дали, добрые люди. Спасибо им большое, помогают. Деньгами тоже помогают, перечислили хорошую сумму. Но на возведение нового дома этой суммы не хватит. Своими силами семья не справится, поэтому просит помощи у неравнодушных людей. Телефон и реквизиты банковской карты вы видите на экране. Снести остов сгоревшего дома и подготовить участок под строительство обещал глава сельского поселения. Иван Сарафанов, Игорь Романов, ТНВ, Кукмарский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.